В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Стали известны сроки закрытия навигации для маломерных судов. С 25 сентября судоходство завершат в арктических районах. Отходы класса Б и В отныне не опасны. В республиканскую больницу номер 2 поступил новый утилизатор медицинских отходов. С вещами на мороз сразу две проблемы образовались в жилом фонде Якутска. Наши корреспонденты разбирались в проблемах. В Алданском районе продолжается работа в рамках проекта «Активное долголетие». С наступлением осени любители плавания вновь принял бассейн. Ну а лучшие спортсмены Якутии по танцевальному спорту в эти дни интенсивно тренируются к рейтинговым соревнованиям. Арена триумфа встретит не только юных звезд из Якутска, но и других городов. Наша республика вошла в топ-10 российских регионов по развитию цифровой экосистемы. По итогам рейтинга цифровой зрелости субъектов Якутия заняла 10-е место. По параметру технологичности Якутия заняла 3-е место в России, уступив только Москве и Татарстану. Также республика вошла в топ-10 регионов по критерию глубина электронных сервисов. Власти республики сообщили, что в этом году выделено почти 30 миллиардов рублей из бюджета на поддержку семей с детьми. Эти деньги идут на разные выплаты. Например, материнский капитал «Семья» при рождении 3-го и следующих детей – это более 469 миллионов рублей. Целевой капитал «Дети столетия» – около 522 миллионов рублей. И выплата вместо земельного участка для многодетных – около 500 миллионов рублей. Из-за проблем с бюджетом были небольшие задержки с некоторыми выплатами, но власти обещают, что все обязательства перед семьями с детьми будут выполнены в полном объеме. Глава Якутии провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егором Борисовым. Руководители обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Также в ходе встречи Егор Борисов озвучил обращение жителей Чурапчинского улуса о проведении в 2027 году юбилейных мероприятий, посвященных 135-летию первого романиста республики Семена Степановича Яковлева Эрели Користина. Глава Якутии поддержал предложение чурапчинцев. Тот разговор, который у нас состоялся, он содержит то, что я видел своими глазами. Я же в курсе всех событий в республике. Что происходит, где происходит, как происходит. И они как-то совпадают. А с другой стороны, все-таки пути решения, они будут всегда найдены, всегда будут решаться. Ну и в-третьих, я все-таки очень, и сейчас подчеркиваю, Арсений Сергеевич все-таки на федеральном уровне держит пульс в курсе и с федералами очень эффективно работает. Вот это даст все-таки свои плоды. Стали известны сроки закрытия навигации для маломерных судов. Так, с 25 сентября судоходство завершается в арктических районах. 7 октября навигация закрывается в заречных и центральных улусах, а также на территории городских округов Якутск и Жатай. Специалисты ГИМС проводят уроки безопасности в общеобразовательных учреждениях, где сотрудники МЧС России и спасатели напоминают ребятам основные правила поведения у воды, а также в целях предотвращения несчастных случаев во время эксплуатации маломерных судов проводятся рейды и патрулирование на водных объектах. На водных объектах республики погибло 45 и 5 человек пропали без вести. Произошло 12 происшествий с маломерными судами, в результате которых 9 человек утонуло и 4 пропали без вести. Согласно приказу Минтранса определены сроки закрытия навигации для маломерных судов на территории Якутии. Так планируется с 25 сентября в 14 арктических и северных районах, 7 октября на всей территории Якутии. В рамках месячника безопасности и акции «Вода. Безопасная территория» инспекторами ГИМС проводится патрулирование, административная и профилактическая работа, в ходе которых на правонарушителей составлено более 370 административных дел. С наступлением холодов и первым снегом сотрудники МЧС отправляются в рейды на водоемы. В первую очередь, с завершением навигации судоводителям напоминают о сезонных рисках. Специалисты напоминают, из-за переменчивой погоды прогулки осенью опаснее, чем весной или летом. Вода в осенние месяцы холодная, и в случае, если лодка перевернулась и человек упал в воду, намокшая одежда потянет его вниз, сковывая каждое движение. Поэтому спастись бывает довольно трудно. Во избежание несчастных случаев плавсредство должно быть оборудовано согласно установленным
требованиям и управляться людьми с должной подготовкой. За прошедшие сутки в травмпункт Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи поступило 125 обращений, из них 22 связаны с гололедом. За аналогичный период прошлого года отмечается увеличение количества пострадавших. Это связано с тем, что в этом году наступил ранний гололед. Врачи-травматологи советуют быть предельно аккуратными на дорогах и обходить скользкие места, передвигаясь не спеша. В случае, если случился прецедент травмы, то стоит сразу обратиться в травмпункт, где окажут экстренную медпомощь. Каждый год в России образуется до 1 миллиона тонн медицинских отходов. Для обезвреживания эпидемически опасных в медучреждениях необходим утилизатор. В начале сентября новая установка поступила в Республиканскую больницу номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Как работает аппарат, выясняла Эржена Гармаева. Ежедневно сюда, в помещение для утилизации, поступают полтонны утиля. Это и халаты, и шприцы, и все бинты с продуктами человеческой жизнедеятельности. Теперь отходы в республиканской больнице перерабатывает новенький АМАДЭС-140. За 25 минут утилизатор отечественного производства успевает обеззаразить до 20 килограммов. Принцип работы его – термохимическая деструкция. Она измельчает медотходы класса БВ и нагревает до 160 градусов и химическим гипохлоридом обеззараживает. На выходе мы получаем просто стружку медицинских отходов, которые относятся к классу А, уже безопасные отходы. Весь утиль проходит через руки оператора Егора Захарова. С утилизаторами он уже на «ты». Не только разбирает и загружает отходы, но и чинит машины в случае неполадки. А еще ведет всю отчетность. Ну вот зачем писать? Это все отчетности же. Потом у кого сколько утилизировали, они берут отчет. В отличие от итальянского предшественника, российская машина электрифицирована. Нажал на кнопку, и утилизатор работает. Ну а на экране можно посмотреть, что происходит внутри. Конструктора, которые делали, они учитывали все изначально, поэтому то, что там было плохо, здесь отстранили, поставили другое. И исход работы этого же утилизатора можно, не прикасаясь, наблюдать в полном экране вот на это. Но старую машину выбрасывать не стали. Она служит запасной. Ведь выход из строя, казалось бы, не медицинского оборудования осложняет жизнь всей больницы. Его отсутствие, оно сильно затрудняет нашу работу, останавливает практически деятельность учреждения. То есть это и операции, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в этом году мы наконец-то приобрели утилизатор, провели капитальный ремонт внизу, сделали вентиляцию, то есть все согласно требованиям. Это не последнее обновление парка оборудования больницы. До конца года здесь установят рентген-аппараты, мониторы для реанимационного отделения, а также озоновые стерилизаторы. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Центры амбулаторной онкологической помощи в республике с начала года приняли более 42 тысяч пациентов. Благодаря их работе удалось выявить 388 случаев злокачественных новообразований, причем большинство на ранних стадиях. Время обследования сократилось почти в 2 раза. В 17 таких центрах, 14 из которых расположены в районах республики, наблюдается более 15 тысяч пациентов. По словам министра здравоохранения, новые подходы в организации онкологической помощи улучшили доступность и качество лечения. Проблемная ситуация сложилась в Якутске, что называется, с вещами на мороз. Жители дома маневренного фонда бьют тревогу. В начале сентября им пришло уведомление о скором выселении. Однако пойти жильцам некуда, поэтому люди рискуют остаться на улице. В проблеме разбиралась Саргалана Неустроева. В Якутске выпал первый снег, который наверняка для многих предвещает волшебную зимнюю пору. Только вот для жильцов маневренного фонда по улице Чернышевского этот снег – предвестник суровых морозов, ведь их выселяют в никуда. Местные жители не сдерживают слезы. Куда мы пойдем? На улицу только палатку поставить и жить. И все. Ровно 8 лет я здесь живу. Меня ничего не предлагали. Только вот во время прощания звонят, говорят, приходите, смотрите комнату. 6 квадратных метров.
Удивительно, но 6 квадратных метров на человека, согласно действующему законодательству, считаются нормой, но только в экстренных случаях. Но ведь люди жили здесь годами. Например, мать 5 детей Анастасия Решетникова. Комнаты в маневренном фонде ее семья получила еще в 2017 году, после пожара. В 2017 году мы погорели. Сгорело наше единственное жилье, построенное на участке. Потом в 2023 году меня уволили с пешего предприятия, оставили без денег перед сентябрем 2023 году. И пришлось продать участок. Я даже не знаю, куда мне выехать. Дети остаются без крова, на улицу, получается. Но один из главных страхов местных жителей – это снос дома. Люди признаются, что живут здесь словно на пороховой бочке и каждый день ждут, что стены вот-вот рухнут. В департаменте жилищных отношений, правда, этот страх поспешили развеять. Дом в ближайшее время сносить не будут, да и вопрос пока стоит только о расселении граждан. В связи с аварийным техническим состоянием в настоящее время проводятся работы по переселению граждан, то есть в иные жилые помещения маневренного фонда. Ну, в любом случае, с каждой семьей мы будем это все, каждый вопрос индивидуально отрабатывать. Ну, пытаться найти выходы из ситуации и предложить что-то, на что они согласятся. Ситуация патовая, ведь выбирать особо не из чего. Условия жизни в большей части маневренного фонда Якутска не отвечают даже минимальным запросам местных жителей. Они, как говорится, меняют шило на мыло, если не хуже. Ведь тут добропорядочные соседи, атмосфера взаимопомощи и уют, созданный своими руками. А там холодная неизвестность. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Беда не приходит одна. В конце прошлого года наш телеканал освещал ситуацию с аварийным домом по адресу Строителей 14А. С тех пор положение только усугубилось. Обычная подача тепла привела к травме жительницы дома. В ситуации разбиралась Вероника Таюрская. Дом признали аварийным в 2019 году. Полученный статус не предполагает капитальный ремонт целого здания и даже какой-либо отдельной системы. Поэтому ЧП, произошедшее сегодня утром, было вполне ожидаемым. В четверг нам дали отопление. В пятницу у меня побежало. Пришли сантехники, немножко замотали что-то какой-то изолентой. Вот уже 5-й день у меня все бежит. Сегодня вообще резко. Кто-то включил отопление, хотя оно было отключено. И все. И у меня полностью комнату залило. Я подскользнулась, упала и сломала себе плечо. Теперь я должна ложиться на операцию в больницу завтра. Первые признаки ЧП появились еще в пятницу. Тогда управа строительного округа направила сантехников. Но, как говорится, чудо не произошло. Батареи времен Советского Союза сдались под натиском тепла. Рано утром горячая вода хлынула и затопила квартиру. Не выдержали и потолок со стенами. Тогда на них появился конденсат. Я звонила в субботу, они обещали подойти, не подошли. В воскресенье вообще не работали. Вчера вот пришли, воду отключили, воду мы убрали. А вода все равно откуда-то бежала. Вот сегодня молодой человек пришел, вообще переключил, отключил все с основного. Все, тогда перестала вода бежать. Дом имеет износ 81%, и это только на 2019 год. Сегодня же дом, что говорится, трещит по швам. Разрушенные стены, поднятые полы из-за воды под ними, выпирающие вовнутрь стены. Это только часть проблем, свалившиеся на голову жильцов здания. Новой головной болью стало и то, что в любой момент система отопления может просто-напросто выйти из строя. С учетом того, что отопительный сезон начался непонятно когда и привело к сегодняшней ситуации, то, что произошло. Отсутствие управляющей компании, я не думаю, что это является проблемой нас, жильцов, в общем-то. Управляющая компания отказалась от дома 4 месяца назад. Новой ОК же нет. Таким образом, жильцы брошены на произвол судьбы. В экстренных ситуациях приходится реагировать управе строительного округа. Но, как показала нынешняя ситуация, и здесь жителям нужно полагаться только на себя. Наши ребята работают, также звонят. И человеку постоянно объяснять. А так мы перезвоним и уже свяжемся. Мы не отказываемся от этих работ. Мы же сами так-то на связи еще. Ситуация вроде бы старая и даже банальна. Прорвала трубу, ее залатали. Но она осложнена последствиями, которые привели к экстренной операции по установке титановой пластины. Пациентка пострадала и получила перелом шейки плечевой кости. Это один из самых серьезных видов травм. Большинство осложнений, как
связанные не только с двигательной, а с нервной системой. Так как у нее перелом со смещением, скорее всего, ее ждет оперативное лечение. Законопослушные жители дома уповают на скорое расселение. Пока остается верить, что сегодняшняя ситуация не повторится. Вероника Таюрская, Джилостан Иннокентьев, Якутск. В то же время 24 объекта получили новый облик в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Программа продолжается и по сей день, результаты которой люди наблюдают и пробуют сами. Так уже год прошел с момента открытия набережных озера Сайсара и Романа Дмитриева. Подробнее о результатах прошедшего года и отзывах жителей в сюжете Тимура Колмогорова. Работы по благоустройству набережной имени Романа Дмитриева начались осенью 2023 года и были завершены за год. За это время общественное место полностью преобразилось. Был пересобран тротуар, переоборудовано освещение, появились велодорожки, скамейки с навесом, а также новые парковочные места. Также предусмотрено тренажерное оборудование, зоной отдыха, где могут жители заниматься гимнастикой, йогой. Ну и также облагородили смотровые площадки набережной. В планах, конечно же, предусмотрено улучшение с каждым годом набережной. В плане, конечно же, озеленения. Совместно с набережной обновился и городской пляж. Помимо большой площадки с новой парковкой, появился благоустроенный общественный туалет, спортивная площадка, зона отдыха с качелями и комната матери и ребенка. В будущем планируется увеличение пляжа в сторону 203-го микрорайона до Парусов, там, где раньше станция была. Жители округа, в котором располагается набережная, высоко оценили привнесенные благоустройством изменения. Очень много народу ходит, семейные пары, да, молодежь. И скандинавской ходьбой занимается, ходьбой. Молодежь в основном бегает. Когда вот мы, например, с утра с 6 до 7 проходит по этой дорожке человек 30. Это значит за целый день прямо до 100, наверное, доходит. Вместе с тем, горожане, проживающие в Сайсарском округе, также хорошо оценили капитальный ремонт местной набережной, которая проходит вдоль всего озера. Помимо обновления появилось множество новых объектов, такие как пирсы, спортивные и детские площадки, а в сквере Матери – теплый павильон. Мы находимся на сквере Матери, где у нас расположена детская площадка, кафе. Вокруг озера у нас ежегодно всегда бегают спортсмены, тем самым мотивируют нас, жителей города Якутска, заниматься спортом. За время работы федерального проекта в Якутии благоустроили более 100 общественных объектов. Каждый год жители городов голосованием сами выбирают те места, которые больше всего нуждаются в реконструкции. В этом году мы проводили рейтинговое голосование на объекты 2026 года. Граждане активно приняли участие. 3 победителя. Первое место занял сквер имени Гагарина. Второе – это реновация площадки Натальи Водяновой, обнаженный сердца на Талом озере. И третье место в голосовании заняло набережное озеро Теплое. Напомним, что проект формирования комфортной городской среды, инициированный президентом страны Владимиром Путиным, был продлен до 2030 года. За это время планируется благоустроить не меньше 30 тысяч общественных территорий. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. По программе «Земский учитель» в этом году уже закрыто более половины вакансий. 374 педагога стали участниками программы и отправились работать в школы отдаленных малых городов, сел и деревень. Напомню, что федеральная программа «Земский учитель» реализуется с 2020 года. Ее цель – обеспечить преподавательскими кадрами школы в глубинке. В качестве стимула учителям выплачивают единовременно 2 миллиона рублей на Дальнем Востоке и в новых регионах и 1 миллион рублей в остальных субъектах России. Реализация программы продлена до 2030 года. В Алданском районе продолжается реализация социокультурного проекта «Активное долголетие», который направлен на поддержку пожилых граждан. Работа с представителями элегантного возраста ведется по различным культурным и спортивным направлениям. С наступлением осени любителей плавания вновь принял бассейн. На тренировке побывали наши корреспонденты.
Людмила Щеголева, по ее собственному выражению, всегда была окружена детьми. 40 лет она отработала в детском саду. Сейчас женщина находится на заслуженном отдыхе, но свободных дней у нее практически не бывает. Суставная гимнастика начинается, потом бассейн, потом скандинавская ходьба, потом рисование, творчество. Вообще у нас это отдых обалденный. Лидия Булычева тоже к размеренному существованию не привыкла. С юности она работала технологом на золотоизвлекательной фабрике. Затем 40 лет отдала системе страхования. 3 года назад Лидия Николаевна вышла на заслуженный отдых. Плавание, убеждена женщина, это не только огромное удовольствие, но и колоссальная польза. Это же отдушина. Я не понимаю людей, которые не хотят за здоровьем приходить. У нас такая вот группа под нашим руководителем. Представляете, это здоровье, это общение, да это вообще радость. Людмила Владимировна и Лидия Николаевна являются участницами программы «Алданское активное долголетие». Социокультурный проект по поддержке граждан пожилого возраста был запущен в прошлом году. Пожилые граждане могут попробовать силы в различных спортивных и культурных направлениях. Наибольшая востребованность, я бы сказала, что это, конечно, бассейн, гимнастика, скандинавская ходьба. Люди в пожилом возрасте хотят двигаться, хотят, чтобы они оставались активными. И поют они у нас, и рисуют у нас, но все равно наибольшая активность – это вот в спортивных направлениях. Плавание составляет одно из направлений социокультурного проекта. К занятиям группа приступила в прошлом году. С наступлением осени тренировки возобновились, а коллектив любителей пловцов пополнился. Многие уже продолжают заниматься. Уже 2-й год будут. Много новичков. Держатся все по-разному. Всем нужен индивидуальный подход. Кто-то боится, кто-то уверенно держится. Участниками проекта «Алданское активное долголетие» уже стали более 200 человек. В настоящее время работа с ними ведется по 6 направлениям. В перспективе планируется открытие новых площадок. Так, на днях в спорткомплексе «Энергетик» начнутся занятия по аквааэробике. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Подведены итоги финала всероссийских военно-тактических соревнований «Путь воина». Команда Якутии одержала победу. Финальный этап соревнований проходил с 15 по 19 сентября на базе детского лагеря «Энергетик». Для участия в играх в Якутию прибыли команды из Хабаровского края, Тюменской и Волгоградской областей. Испытания организовал Центр «Воин» при поддержке правительства региона и Федерация боевого снайпинга в России. Сегодня мы подводим итоги. Уже прошло 3 месяца, как мы готовились к военно-спортивным играм «Путь воина». Значит, наши ребята в течение 2,5 месяцев, начиная с 16 июня, начали подготовку к этим соревнованиям. Кто-то занимался 2,5 месяца, кто-то даже 3 месяца. Ну, а в столице республики состоится яркое и масштабное спортивное событие – всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Это первый раз, когда такой турнир пройдет на территории Якутии. В программе участвуют как профессиональные пары, так и юные танцоры, которые будут бороться за победу. Подробности у Даяны Федоровой. Лучшие спортсмены Якутии по танцевальному спорту в эти дни интенсивно тренируются к рейтинговым соревнованиям. Участие в турнире примут 25 танцевальных пар из Якутии. В их числе как опытные, так и начинающие спортсмены, которые активно готовятся к важному старту. Подготовка идет полным ходом. Волнуюсь, но не прям сильно. Волнуюсь. Мы будем исполнять 10 танцев. Моя партнерша – это Кристина. Вальс, венский вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп, самбо, румба, ча-ча-ча, пасадобль и джайв. Это все 10 танцев. Я считаю, что наши дети должны справиться с поставленными задачами, потому что работа велась, и работа очень мощная. Единственное, конечно, наша отдаленность дает о себе знать от центральных регионов, где идут постоянно турниры. Мы не танцуем, конечно, так много турниров, это невозможно. В силу того, что мы все-таки далеко находимся от центра России. Вот. Но мы будем стараться. Соревнования по танцевальному спорту проводятся впервые в Якутске. Их проведет Всероссийская федерация по танцевальному спорту, брейкингу и акробатическому рок-н-роллу. Приезжает большой состав
поскольку это очень серьезное соревнование, большой состав организаторов и серьезный судейский корпус. Порядка 40 человек прилетает сюда. Значимое для нас событие, что 5 наших тренеров, которые успешно сдали квалификационные экзамены и защитили эти экзамены на аттестационном совете, будут тоже стоять в судейской линейке. Красочный и долгожданный турнир состоится с 26 по 28 сентября. Участников ждут 3 дня захватывающих выступлений в разных возрастных категориях. Арена Триумфа встретит не только юных звезд из столицы республики, но и гостей из других городов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Раяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. На этом все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.